Кировского района. После вчерашних ночных дождей он заполнен практически доверху. Огромные потоки воды идут с гор, сметают все на своем пути. Водой в Тахта-Джами разрушила 2 моста, затопила дворы и подвалы. На протяжении 30 лет мы здесь живем на массиве Тахта-Джами. Впервые такое подтопление дворов, участков. Это, конечно, для нас очень печально. Вот здесь был мост, который соединял первое поле и второе, это улица Гаспринского. Далее, где-то 100 метров, еще один мостик был. Сейчас от мостов мы видим, что осталось. Туалет полный, яма полный, подвал полный. Все полный. Сильно дошел? Сильно. Местные жители снимают здесь жилье уже 2 года, и вот такое видим первый раз в жизни вблизи. Шок, насколько мы бессильны перед природой. Похожая ситуация еще в нескольких селах Добровской долины. В селах Мамут-Султан, Доброе, Эскиорда-Лозовое, Эскисарай и других потопило более полусотни придомовых территорий. Улицы превратились в бурные реки. Потоком воды уносило автомобили. Подвал полный воды. Сейчас уже не знаю, сколько время, 9 или 10 часов дня. Вода откачивается с ночи. Все абсолютно плавает. На 1,20 м воды в подвале. Доброе утро, Хамушхора! Уплыли. Гараж затопило, яму он полную налила, с ямы выкачивали насосом воду. Сейчас уже все отмыли. В Строгановке стихия разрушила мост. Народ, это малый мостик, смотрите. Вернее, мостик со стороны психушки. Короче, трубы забило, походу, мусором от такого, и все течет, льется. Вон, там все заполнено, весь район этот. Мусор плавает. В крымской столице повалило дерево, которое оборвало провода. В некоторых районах города водой затопило дворы и даже дома. Вот такая река течет у нас. С Ахмечети на фонтаны. Из берегов вышел Салгир. По информации синоптиков, за сутки выпало 2/3 месячной нормы осадков. С утра коммунальные службы устраняют последствия непогоды.